Испытано на себе. В эфире новый выпуск проекта «Испытано на себе». И, конечно же, я рада приветствовать вас на телеканале Якутия-24. Республика Саха безмерно гостеприимна, а столица может похвастаться роскошным этническим отелем в самом центре города. Но пока гости отдыхают и наслаждаются сервисом, сотрудники работают во благо комфорта посетителей. Сегодня я попробую себя в профессии администратора. Предлагаю не затягивать. Испытано на себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антипова Даша. Я действующий администратор гостиницы «Алас». Очень приятно. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. И я сегодня пришла с таким запросом. Хочу окунуться в работу администратора, узнать, как устроено все изнутри. Отлично. Мы супер рады всегда новым сотрудникам, новым кадрам, новым лицам. Вот, поэтому, собственно, начнем мы тогда с небольшой экскурсии. Я вам все покажу, расскажу, чтобы вы понимали, с чем вы будете сегодня работать, где вы будете сегодня работать и прониклись нашей атмосферой. Отлично, я готова. А как давно вы работаете, кстати, администратором? Ой, я работаю с самого открытия. Открылись мы в феврале 2020 года, вот, поэтому уже 5-й год идет. Поэтому мне сегодня повезло, да? Вам сегодня повезло, Получается. Да, максимально весь опыт, который у меня есть, я вам постараюсь передать в сжатые сроки, вот, чтобы вы максимально прониклись и погрузились в работу. Отлично, я готова. Отлично. Так, первое тогда, что вам нужно сделать, это надеть нашу форму. Это жилет администратора. Да. Так. Такой бархатный, приятный. Ой, и, кстати, очень красивые даже пуговки в национальном стиле. Да, вы сейчас еще пройдете по всем нашим локациям, убедитесь, что у нас все продумано для мелочей. Каждая ручка, каждая дверца. Прям вот смотришь на нее и понимаешь, и пропитываешься культурой быта. Это очень здорово. Вот, пойдемте, я вам тогда все покажу, расскажу. Вот он, кстати, очень идет. Спасибо. Начало положено. Вот, как вы можете сразу заметить, уже начиная от входа, у нас везде все, каждая точка, каждая локация, куда ни взглянешь, это уже отдельная фотозона. Вот, поэтому обычно к нам прям с телефонами вот так заходят и все везде снимают. Да, действительно, название абсолютно оправдано, то есть вы заявлены как не просто отель, да, но да, отель-музей. Да, мы отель-музей, вот, поэтому у нас как раз везде можете, начиная от входа, заметить экспонаты различные, это вот восстановленная культура, быт. Некоторые экспонаты, конечно, новые, вот, но есть некоторые интересные. То есть прям исторические, да? Да, прям исторические какие-то экземпляры, которые мы специально выискивали, находили, вот. То есть, ну, каждый уголок это уже целый экспонат. Вот. Плюс у нас еще есть экскурсия. Это экскурсия, записанная в аудиоформате. То есть каждый гость, который к нам приходит, это даже не обязательно могут быть те, кто у нас проживает. То есть любой человек может зайти именно и, ну, как в музей, послушать, посмотреть. То есть просто по желанию. Это платная услуга? Нет, это бесплатно абсолютно. Это вот мы только за делиться историей и культурой Якутии, поэтому всем ждем. А значит ли это, что каждый администратор, да и в принципе, наверное, сотрудник, все же должен знать, владеть информацией, да, что из себя представляет тот или иной экспонат, чтобы рассказать вот прям по истории? Да, но в любом случае, когда сотрудники устраиваются, им некий экскурс в наши экспонаты. Ну вот как я вам сейчас провожу экскурсию, также мы проводим новеньким сотрудникам, чтобы они знали, где у нас что находится, что какой экспонат в себе несет. Они также прослушивают эту аудиоэкскурсию. Это требование. Да, это в любом случае нужно знать, чтобы, ну, вдруг кто-то не хочет слушать какой-то аудиоформат, вдруг кто-то захочет живое общение, вот, ну и как бы какие-то дополнительные детали все равно, чтобы гостям было часто интересно. Ли это бывает, что вот именно подходит и спрашивает? Да, бывает, особенно зимой, когда на улице грустно, холодно и одиноко, хочется обычного простого общения. Вот, поэтому мы всегда только за, мы
готовы рассказать и показать все. Это очень здорово. А мы сейчас на втором этаже, и здесь, получается, основные номера все здесь. Здесь у нас в основном номера люксы, випы и несколько стандартов есть. Но в целом вся гостиница, все здание, это вся наша гостиница. Вот, поэтому и на первом, и на втором этаже у нас почти равнозначное количество номеров. Единственное, что на первом этаже у нас часть это хостелы. Вот, обычно принято в общем понимании, что хостел это что-то не очень, что-то не очень престижное, элитное, и вообще это где-то на окраине. Вот, мы чуть-чуть рушим эти рамки, поэтому у нас хостел, вот у нас сейчас как раз идет уборка. Вот, поэтому хостел у нас тоже это неотъемлемая часть нашей гостиницы. Можно по доступным ценам прямо в центре ощутить себя в музее и пожить, собственно, в якутской культуре. Так, я пока шла, конечно же, не удержалась, потрогала все, что встречалось на моем пути. Это все натуральные меха. Да, это все натуральные меха. А здесь? Это у нас отдельная фотозона, это все натуральные меха тоже, это все сани А можно из туда дерева. пройти? Да, конечно, прям проходить. В обуви прям Прям да? так можно проходить. О, ничего себе! Да, вот там слева еще лыжи. Так, мы шли и дошли Да. до юрты и саней. Представляете, вот это прям в центре города. Это фотосессия для желающих. и Да, это для фотозоны посетителей. отдельные, да, вы можете прийти просто пофотографироваться, даже если вы не являетесь жильцом нашей гостиницы. Вот, поэтому Выполнено все из натуральных материалов, что не может не радовать, очень приятно на ощупь. И действительно это задает определенный тон, это переносит как-то даже вот да. действительно в те времена, когда это было не роскошью, а вот действительно необходимостью. Очень приятно, очень красиво, пахнет мехом, все это так эстетично, мне очень Аутентично. нравится. Да, и аутентично, это самое важное. Так, значит, основные номера на первом этаже, да? На первом, на втором, да. Здесь у нас еще больше музейная часть, вот, то есть в основном именно все экспонаты, именно фотозоны, они расположены на втором этаже, вот, но также у нас фотосессии и в номерах проходят, то есть, номера это у нас тоже отдельные экспонаты, вот, потому что особенно люкс номера, вип номера, они у каждого свой дизайн, и те, кто особенно остаются у нас не первый раз, у них уже есть свои фавориты, им уже каждый номер как будто бы гости по своим каким-то ощущениям выбирают, потому что какие-то номера, например, более темные, какие-то более светлые, какие-то более яркие, и то есть каждый человек все равно себе находит своего фаворита. То есть каждый номер, он Да. в особенном стиле, да? Да, у каждого, повторяются номера. да, у каждого номера свои легенды есть, вот, поэтому мы тоже их рассказываем при заселении. Утро невесты у нас часто проходят, потому что все-таки у нас не просто аутентичные номера, они все равно современные, вот, то есть каждый найдет под свою стилистику, так сказать, свадьбы, что сейчас очень модно и актуально. Это как раз вот для фотосессии, про которую вы Да, рассказываете, это как раз костюмы для фотосессий. У нас, кстати, одно из заданий на сегодня будет подготовить. Фотосессию. Подготовить, да, костюмы к фотосессиям. То есть для каждой фотосессии мы подготавливаем, отглаживаем, все отпариваем, периодически стираем это все, потому что у нас здесь еще и своя прачечная. Вот, поэтому у нас все всегда держится. Так, у меня очень много вопросов. Самый Давайте. первый вопрос, да, то есть администратор, он занимается подготовкой, да, вот каким-то, значит, вот дополнительным услугам, да? То Да. есть это фотосессия, да? Да, Утро невесты. Утро невесты, романтические вечера, да. Это все на администраторе, потому что это в любом случае так или иначе работа с людьми. Да. Это как раз-таки живое общение, все. Вот, поэтому все вот такие детали, это все как раз на администраторах и лежит. А уборка помещения, там дезинфекция и прочее, это Это вот уже специально, отдельно, да, это уже отдельно клининг у нас, то есть администратор, он именно следит за атмосферой, за общением с людьми, ну, то есть такая больше живая работа именно
онлайн. Если человек заселяется, ну, условно, на неделю себя, да, уборка происходит каждый день? Да, уборка в любом случае происходит каждый день. Полностью уборка. Если вдруг нужно будет дополнительное что-то, это, конечно, тоже не проблема. Это можно к администраторам обратиться. Ну, особенно если это с детьми заезжает кто-то, то дети — это непредсказуемые участники. Вот, поэтому там может произойти всякое. Мы всегда только за сделать комфортное проживание. А если говорить про вот полную загрузку, да, бывает ли такое, что нет мест? Да, бывает, и достаточно часто, особенно вот в летний период, потому что летом у нас много праздников, в том числе и СЭХ сейчас будет, и это уже нет мест. Примерно еще с декабря начинают бронировать, потому что те, кто не первый раз, например, приезжают, из Москвы часто приезжают, из больших крупных городов России, вот, поэтому они уже знают, что это за праздник, что у нас не совсем город располагает таким большим количеством, сколько к нам приезжает гостей, вот, поэтому многие прям заранее, прям с декабря, как новогодний подарок себе бронируют номера. Обижаются ли гости, когда вы им говорите: извините, нет места, есть ли какой-то специальный регламент, да, чтобы человек, нужно сказать так, чтобы человек не обиделся и в следующий раз все равно еще раз позвонил? Да, в любом случае есть. У администраторов есть определенные скрипты, по которым они должны работать. Вот, да, они должны общаться, но в любом случае, когда уже начинается живое общение, там уже более жизненные диалоги, вот, поэтому просто основная база, конечно, есть, вот, но в любом случае хочется все равно как-то помочь человеку, поддержать. Вот. Но в любом случае, если у нас нет номеров, мы предлагаем либо записаться в лист ожидания, потому что жизнь такая штука, может что-то поменяться, кто-то может отказаться. Вот, поэтому у нас есть лист ожидания, в который, собственно, мы можем записать, если вдруг освободится, мы сразу позвоним. Это очень приятно. Так, если говорить про вот топ личностных качеств администратора, да? Какими качествами, вы-то уж опытный, да, специалист, вы знаете, должен обладать администратор? Ну, первое — это точно стрессоустойчивость, потому что люди бывают разные, у людей бывает разное настроение, кого-то там встретил какой-то дождь, кто-то попал в лужу и так далее. Вот, поэтому в любом случае мы должны поддержать человека, помочь, не сделать его день хуже, а наоборот, он приезжает к нам все-таки отдыхать, поэтому хочется, чтобы человеку было комфортно и уютно у нас. Вот. Ответственность, потому что в любом случае администратор, он здесь лицо. Он несет полную ответственность за все, опять же, за отдых, за все, чтобы человеку было комфортно. Весь функционал, да, как работает сегодня услуга гостиницы, это ваша задача. Да. И моя. На сегодня, да. На сегодня. Вот, поэтому в любом случае эта ответственность должна быть. Человек должен быть ответственным и не бояться принимать какие-то решения, потому что, опять же, жизнь течет, все быстро меняется, нужно уметь быстро реагировать на изменения. А сутками работает администратор? Есть суточный администратор, да, есть дневные, то есть как больше старший администратор, вот, то есть и сутками, и дневные, поэтому всегда на подстраховке кто-то что-то есть, чтобы работа не останавливалась никогда. Все же вот интересно тогда, вернемся к полной загрузке, сколько номеров? То есть сколько максимальное количество человек было в гостинице? Максимальное количество у нас увеличивается в основном за счет хостела именно, потому что там и трехместные, и пятиместные, и восьмиместные размещения. Вот. В номерах именно стандарты, люксы, это в основном 1-2 человека. Вот. Всего номеров у нас 24, вот, то есть в каждом по одному, по 2 человека, это уже умножаем на 2, плюс еще хостел. Вот, то есть, если полная загруженность, то это прям нужно быстро успевать. Только и делаешь, что успеваешь, кого-то заселяешь, кого-то выселяешь, контролируешь. В таких ситуациях некогда считать, да? Мы не считаем, мы просто понимаем, что работы много. Да, понимаем, что надо работать и надо делать все это. Вы сказали, что одна из задач сегодня подготовить костюм на фотосессию. Да, нам нужно будет их подготовить, осмотреть на предмет целостности, потому что в любом случае ими пользуются и не дай бог что. Вот, поэтому нужно проверить их, отпарить. И, собственно... Мы подготавливаем заблаговременно выбранный клиентом костюм, а не так, что все подготовили, и он приходит, выбирает все, что хочет.
Они в основном все подготовлены, мы просто в любом случае их перед именно приходом проверяем, подготавливаем, потому что костюмы у нас висят в общем доступе, кто-то мог пройти зацепить. Да. Вот, чтобы такого не было, и чтобы человеку было приятно и комфортно фотографироваться, проводить свое время, мы, конечно же, все подготавливаем. Хорошо. Приступим? Давайте. Так. Так, сейчас нам нужно будет подготовить вот этот костюм. У нас есть как женские костюмы, так и мужские. Вот, женских, конечно, побольше, потому что женщины побольше у нас любят покрасоваться. Вот, нам тут надо чуть-чуть отпарить рукава. Вот, собственно, пройдемте. А здесь вот очень красивые украшения представлены. Это экспонаты. Это экспонаты, А да. бывает, что вот гости хотят именно вот в этом сфотографироваться? Да, бывает. У нас раньше даже оно, было прям полностью с костюмами висело. Вот, но такую красоту не хочется прятать просто на вешалках, поэтому мы это прям здесь То разместили. есть можно спокойно Да. выбрать? Да. И все это великолепие входит уже в услугу, в стоимость, да? То есть неважно, что я захочу, условно, если я буду гость. Да. Здорово, как приятно. Это вот доп. Услуги. Да, это доп. Услуги, как раз таки, за которые у нас администраторы и отвечают. Давайте Так. я возьму. Так как я Пойдемте. сегодня работать сюда пришла, отдыхать. Надо что-то... А не любоваться музеем. Какая красота! Так, собственно, вот один из наших номеров. Как красиво! Это люкс. Это люкс, да. Очень красиво. Хорошо. А мы здесь каждый день работаем, А представляете? присесть, как бы, конечно же, нельзя, наверное. Ну да, номер уже подготовленный, лучше, конечно, этого не Ну, делать. это прям люкс. Вот правда, дорогие телезрители, сюда заходишь, и я не знаю, передает ли вот картинка действительно всю вот атмосферу, но действительно здесь очень-очень красиво. Я вижу даже вот кружечки, чашечки, водичка и какие-то сладости, чай, да, ну, собственно, все, что должно быть. Это вы еще ванны не видели. Как красиво! Какая красота! Просто невероятно! Обратите внимание, даже вот столик для ванной выполнен, вот это, судя по всему, ручная работа, и здесь тоже вот национальный орнамент, очень красиво, невероятно просто. Да, картину у нас, собственно, мы очень сильно любим, поэтому у нас даже в ванной комнате, да, и картины, и все в якутском стиле. Ну, видите, да, что как бы не прям якутская у нас быт Ну, тех это лет, да, это стилизованное, стилизованное, да, поэтому как бы и людям интересно что-то новое, и чувствуют себя они прекрасно, потому что это все-таки все современное. Да, Вот, поэтому... Ой. невероятно красиво. Мне так понравилось. А это только один номер. Да, действительно. Это вот люксовый номер, вот и такого больше нет. Да, такой у нас один. Вот. Остальные, вот вы сейчас убедитесь, что все абсолютно номера разные, поэтому... Да, вот те, кто отдыхал за границей, могут понять, о чем я сейчас говорю. То есть ты заходишь и действительно чувствуешь, что как будто бы ты отдыхать пришел. То есть это не просто ты пришел поспать, да, что вот нужно выспаться и бежать по делам. Ты приходишь и чувствуешь, что вся атмосфера, она располагает к релаксу. То есть такое сразу настроение, хочется выбежать, взять полотенце и просто на пляж. А ты Да, как бы пока пляж у нас, Да. нет, но мы над этим работаем. очень здорово, очень мне понравилось. А мы сюда зашли взять Подготовить. паровой утюг. Да, подготовить. Так, нужно будет, прям вот, Вот так? да, лучше повесить. Аккуратненько. Мгм. Так, у нас платье все само глажено, единственное, что рукавчики, да. Хорошо. Сейчас надо будет включить его. Так, у нас, кстати, очень люблю гладить вот такие вот. так, у нас утюгами. специальная перчаточка. Да. Так, водичку. Будешь набирать? А, да, конечно. Так, Так, не упади. пока не сложно, пока упал. все в порядке. Все хорошо. Мгм. Как? Вот так. Ага. Откручиваем. Так, первая миссия выполнена. А, вот. Ага. полный? Да, можно полный. Кстати, про номера вот у нас еще мы специально сразу готовимся к
посетителям женского рода, потому что женщины обычно любят прийти, макияж снять, Да, конечно, это очень вот, важно. и полотенчиком спокойненько все, чтобы ничего. Другой стороной. Ой. Все, готово. Так, все, можно переворачивать его. А, Так, вот лучше еще здесь средства проверить. гигиены, я смотрю. Да, есть, в каждом номере в любом случае это Можно все есть. посмотреть? Да, конечно. Ага. Давайте я пока проверю. Так, здесь у нас это базовый набор в люксовом номере, Да, это базовый набор, там Так, как раз сразу Я, на 2 кстати, человека. Как если тоже гость, очень люблю, когда вот продумано все до мелочей, до деталей для посетителей. Это очень приятно, Так, такая забота под- чувствуется. Шампунь нашла. То есть шампунь, я так понимаю, гель для душа. Да, верно. И, судя по всему, бальзам для волос. Да, кондиционер. То есть такой стандартный наборчик. И что-то еще все вот тут в коробочках. Так приятно. Все хочется потрогать. Конечно, все хочется открыть. Увлажнить лицо. А, и то есть это еще уходовая косметика Да. для лица. Невероятно. Да, потому что не просто всегда вообще. все с собой, Зубной набор. да, потому что не всегда все с собой приносят прям Конечно. целые свои объемы. Это не очень аккуратненько, не очень удобно. Вот, поэтому мы стараемся все продумать. В некоторых номерах у нас даже уточки для ванны, чтобы ощущение дома было. Ой, как приятно. Так, Иванда, перевернусь А, с той стороны и вот туда. поняла. Оп. А вот прям сверху. Вот так. Оп. А, Все. Работает. Ага. Да, теперь Так. включаем. Так, сейчас он чуть-чуть прогреется. А что касается обедов, завтраков? У нас есть завтраки, у нас прям вот здесь. Так, спокойно, все пошло. Да. Да, у нас прям здесь ресторан, прям возле нашего здания, поэтому все завтраки у нас проходят там. А если в номер хочется? Можно и в номер заказать. То есть есть какое-то специальное меню, которое, да? Да. То есть завтраки у нас входят сразу в проживание, а дополнительно там обед, ужин можно либо сходить также в этот ресторан, либо можно заказать в номер, чтобы уже. Мгм. А вот Не прям в выходить номер никуда. приносят и отсюда потом забирают? Или как? Да, администраторы. Ну, администраторы обычно получают заказ, его сразу подготовят, чтобы все-таки все равно отдых в гостинице это отдых в первую очередь. Да. Не хочется, чтобы все вот пакеты, коробки, чтобы вот это все было. Вот, поэтому мы это в любом случае берем, подготавливаем хорошенечко и уже относим в готовом виде, готовому к Как употреблению. приятно на стеклянной посуде, скорее Да, всего, да. а не вот на... Да, потому что вроде бы как отель, хочется Да, какой-то Сервиса, роскоши, конечно же. сервиса, да. Поэтому не очень хочется есть из коробок. Вот, поэтому Это очень здорово, что и вот продумано, да, все для клиента. да. А есть ли какие-то требования для администраторов, ну, вот условно, по цвету маникюра? В любом случае, да, мы рекомендуем настоятельно. Не кричащее, да? Да, что-то не кричащее, базовое, нюдовое, какие-то светлые оттенки. Вот, потому что это, опять же, возвращаемся к тому, что администратор это лицо. А по поводу знания языков? По знаниям языкам у нас дневной администратор, он в любом случае всегда и английский знает, и русский, и якутский, потому что гости у нас приезжают не только из крупных городов России, но и Также из Якутии, да, поэтому, конечно, мы всегда большее предпочтение даем тем, кто владеет языками. А жилет можно, да, жилет он такой плотненький, поэтому... Готово, получается, да? Да. Все, ну и украшения мы сейчас сразу Так, подготовим. отключаем. Да, отключаем. Аккуратненько. Готово. Все, а прям сверху. Вот сюда. Ага. Все, варежку тоже можно снимать. Да, все, пойдемте тогда обратно его повесим. Ну и, следовательно, когда уже гости придут, нужно их проводить, рассказать, что где происходит, где можно фотографироваться, показать все локации, потому что не все локации у нас сразу кидаются в глаза. Это для больших компаний, да? Вот, может быть, корпоративных каких-то клиентов, да, которые вот, организации приезжают. Тут много места. Можно всем как бы, либо большой семьей, да, либо компанией друзей. Да, можно, сфотографироваться. если большими компаниями, можно и на лестнице у нас вся
лестница фотозона. Вот, поэтому все вот, да, оно у нас все такое, хочется прям наскальный пощупать, да. Вот, у нас еще внизу есть тоже солома, на нее можно повесить каждый гость перед выездом, при заселении, в любое время может взять ленточку, загадать желание и повесить, как некий ритуал такой. Вот, и человеку приятно на память, и нам приятно, что у нас что мы находимся в атмосфере, где исполняются желания. Да, я когда буду уходить, тоже привяжу. В смысле вернуться? Вот, еще, А там дальше что-то еще есть, да? фотозоны просто уже для платьев, именно с платьями, особенно с светлыми, очень хорошо смотрится, в зеленый приятно. А это все номера, это все люксы у нас идут как раз. Здесь люкс, поэтому люксов у нас достаточное количество. Вот, поэтому на все праздники всех можем разместить. Бубны. Все хочется. Работает? Работает. А здесь? Ой, здесь работает тоже. Вот, травы экспонаты тоже есть, потому что у нас внизу еще есть наша лавка. Мы с недавнего времени, с 2022, по-моему, года, у нас есть своя собственная марка сувенирной продукции. Вот, поэтому каждый желающий может что-то приобрести с собой. Это в основном какие-то обрядовые истории, то есть у нас есть и обереги, и булавки на удачу, на счастье, и все они создаются специально вместе с шаманами. Вот, то есть у нас есть и красные нити, которые создаются прям под чтение обрядов. Вот, поэтому все максимально заряженное, все максимально наполненное. Все, кто приезжают, особенно гости из всей России, из всего мира, они все знают, что у нас Якутия это не просто какая-то республика, а что это прям полноценное место силы, что это у нас очень чтят шаманов, вот, поэтому у нас везде и бубны есть, и травы, то есть мы прям работаем с травницами, то есть все можно сразу, не выходя из гостиницы, опять же, и в музей сходить, и сувениров всем накупить. Так, с фотосессиями нам осталось только дождаться наших гостей, и, следовательно, им уже провести небольшую экскурсию. Вот. И также у нас сегодня будет романтический вечер. Нам нужно его тоже подготовить. Заходите сразу в следующий номер. О боже, какая красота! Очень красиво. Вот, то есть, как можете заметить, они все разные, поэтому некоторые гости даже любят прям пройтись много раз по всем, потому что никто не может определиться с первого раза. Слушай, есть, наверное, какой-то такой самый популярный, который вот... Вообще Нет? Вообще у каждого человека свое, поэтому тут вообще не угадать. И один, и второй, и третий, то есть тут вообще никогда не угадать, правда. Потому что, например, много кому нравится этот номер, потому что он такой по сдержанию, такой темные стены. Много кому, кто именно отдыхать, например, приезжает в рабочую какую-то, если командировку, они любят здесь останавливаться. Те, кто, например, на романтические вечера, там, кто более такая расслабленная атмосфера, они, конечно, выбирают по интерьер, где более такая теплая, расслабленная атмосфера. Вот. Поэтому тут все под задачи, под человека, под то, что ему нравится, собственно. А когда поступает администратору задача организовать романтический вечер, что нужно делать? Так, нужно в любом случае сначала пообщаться. Да, узнать запрос, да? Да, узнать запрос, понять, какой именно вид романтического вечера хочет человек, потому что у нас есть как просто оформление номера для романтического вечера. Это может быть либо просто с закусками, либо, например, с ужином сразу, чтобы мы подготовили. Вот. Либо это может быть вообще какие-то творческие задания, то есть мы можем и квест небольшой организовать, чтобы человек, который устраивает сюрприз для другого человека, чтобы он не просто они приехали в гостиницу и уже отдыхали, а именно чтобы была какая-то загадка, чтобы можно было угадать, куда идут, когда, то есть какой-то некий элемент игры. Вот. И у нас еще есть популярная
именно вид романтического вечера, это когда творческое свидание, гости рисуют на специальном холсте, они могут там свои ладошки оставлять, могут, если это какие-то более творческие, там целые картины у нас рисовали. Вот. Здорово. Да, поэтому тут вообще все под людей. Если у кого-то вдруг какие-то нестандартные запросы, мы только за, потому что Получается, мы выявили еще одно личностное качество администратора – это креативность. да. Да? Креативность, потому что это полет фантазии, да, просто Да. что угодно можно придумать. И, наверное, вы некоторые идеи именно черпаете от посетителей, да? Что Да, они да, да. придумывают? Да, И да, вы да. такие, ага, берем на заметку, предложу Это следующему. интересно. Да, поэтому тут все от людей зависит, и, собственно, мы им какие-то идеи даем, они нам какие-то идеи дают, поэтому мы вот опять же про то, что постоянно нужно совершенствоваться, опять же, администратор, он как раз-таки связующее звено между людьми и начальством, которым нужно донести эту информацию о каких-то улучшениях, вот, поэтому это тоже важная и базовая такая функция администратора. А сегодня какой был вопрос, что мы будем делать? Сегодня у нас просто романтический вечер, мы просто подготавливаем. Стул, да? Да, мы просто подготовим именно романтическую атмосферу. Нам нужно будет сейчас подготовить, так как у нас уже начались белые ночи с романтической темной атмосферой, трудновато. Вот, поэтому нам нужно будет сейчас закрыть все шторки, подготовить романтическое освещение, потому что, как можете заметить, у нас везде есть и большое, да, и какие-то маленькие. Вот, включить музыку, сразу подготовить что-то, чтобы можно было выбрать, потому что у нас есть целая фильмотека, вот, поэтому можно и какие-то романтические, и сразу, в общем, подготовить, чтобы люди не искали ничего, просто пришли и уже просто нажали, что хотят. Вот, включить романтическую музыку и, собственно, подготовить, гостей, да, подготовить столик с фруктами, с нарезанными, и готово. Я нашла тут, значит, книжку, в которой есть вся информация. Да. Я сейчас буду смотреть и знакомиться. Здесь у нас дополнительные услуги, да. В общем, весь прайс и даже, смотрите, такая вот небольшой маршрут, скажем, да, гид по тому, куда можно пойти покушать, да, куда сходить, что посмотреть и прочее. То есть заботы о... Да, опять же, администратору нужно знать и это, потому что часто бывает, особенно те, кто приезжают из других городов, они вообще не ориентируются, Конечно. понятное дело, вот, поэтому нам нужно знать, что подсказать, потому что многие, например, кто-то не ест мясо, у кого-то какие-то специальные запросы, то есть кто-то, например, хочет очень сильно попробовать именно якутскую национальную кухню, вот, мы тоже должны это все знать, все рассказать, показать. Еще и желательно карту распечатать, чтобы точно мы знали, что к нам вернуться и нигде не заблудятся по пути. Да. Так, это все очень прекрасно. Ложим на место, да, и продолжаем делать свою работу, да. Значит, я закрываю шторы, Да. меняем освещение, Да. и у вас что-то тут очень- Лепесточки. лепесточки. Да. И еще нужно фрукты будет подготовить. Хорошо. Приступим. Да, но все-таки к вечеру у нас все равно, даже несмотря на белые ночи, к вечеру чуть-чуть все равно потемнеет. Так, подключаем освещение. Уже очень красиво, да? Уже достаточно романтично. Так, и вы сказали, музыку нужно включить как? На Да, телевизоре? Нет, на телевизоре это у нас именно под фильмы. Ага. Вот. Можно прям напрямую к Алисе обращаться. То есть это умная Да. комната, здесь есть Алиса. Да. Поэтому- Алиса, включи, пожалуйста, романтическую музыку. Вот, отлично подойдет для влюбленных. Пожалуйста, все работает. Достаточно романтично. Да. Вот. Поэтому нам осталось только нарезать фрукты и, собственно, опять-таки ждать гостей, проводить их, все им рассказать, предложить еще какие-то закуски, блюда из ресторана, чтобы они уже не думали, что, где, как сделать. Вот, поэтому надо фрукты, собственно. Это в каждом люксе, да, есть Алиса. Так, слишком романтичная атмосфера. Да, в люксах номерах есть Алисы.
Вот, в номерах есть, особенно в люксовых, есть массажеры дополнительно. Вот, то есть люксовые номера, они помимо дизайна и площади отличаются еще современными интересными плюшками. Вот. А можно будет посмотреть номер не люкс? Да, конечно, Очень если они интересно. будут свободны. Надо Да? будет, да, сейчас уточнить, потому что Хорошо. как раз-таки у нас уже лето, уже все сезон, уже все заранее. Да. И вот вы сказали еще дорезать фрукты, это делает администратор тоже, Да. да? Есть специальная кухня, на Да, 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 да. Хорошо. Так, ну, собственно, у нас еще осталась одна задача. Нам нужно подготовить номер к... Нам нужно подготовить номер к программе для сна. Вот, то есть часто бывает, что люди, особенно из-за смены часовых поясов, не могут, например, лечь там спать пораньше, попозже, ну, то есть они уже в своем ритме живут, им нужно как-то подстроиться. Вот, для этого у нас специальная программа есть. Называется она программа для сна. Вот, то есть у нас есть специальные массажеры, чтобы человек пришел спокойненько, отдохнул. Вот, то есть нам нужно его чуть-чуть подвинуть, да, привести. Просто на видное место, да? Да, 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 чтобы человек уже, вот как раз туда, где Подключать вы сидите. нужно, да? Ага, вот там сзади. Только вот туда его подвинуть к кроватке. Вот, вы просто подключаете, и там же, кстати, вот на столике можете найти... Спокойно, не пугаемся. И там же на столике можете найти как раз меню подушек. Вот, это у нас вот это. Меню подушек? Да. Что это значит? Меню подушек, смотрите, то есть тут у нас есть небольшое меню. Вот, тут это все, это варианты того, какая подушка может быть. Вот, то есть все вот эти подушки у нас есть в больших форматах, это просто как пример того, чтобы вы поняли, на какой кому комфортно спать. Вот, то есть, например, я не могу спать на твердых подушках, потому что мне потом я вообще не высыпаюсь. Кто-то наоборот, только на твердых спит. Это гречневый наполнитель, да? Да. Чувствуется, да. С гречкой. Вот, поэтому есть сразу, которые такие помягче, наоборот. А есть системы памяти? Да, есть. Это вот, кстати, вот, сейчас скажу. Нет, это вот как раз, который Да? у вас. Да, это просто как пример. Вот, но вообще они... Вот, то есть вы можете потрогать, есть вообще с травами, есть вообще какие Пахнет захотите. даже, кстати. Какие захотите. Обнимашка. Какой-то травой. Обнимашка, это у нас вот это, она у нее как раз такой формат. Вот. что поэтому она такой длинненькая. формы, да? Да, да, да. Обнимашка. Вот, мило. поэтому каждый гость, когда заселяется, может выбрать себе ту подушку, которую ему принести, потому что, опять же, мы понимаем, что все уже привыкли спать на своих подушках дома, и многие уже не высыпаются на других. Вот, поэтому каждый может позвонить просто администратору И заменить. уже, да, и заменить. Не заменить, мы просто дополнительную принесем. Да? Да, поэтому хоть обложиться подушками Да. всеми можно. Вот. Программа сна, это нужно вот подготовить. Да, это вот мы как Массажер? раз подготавливаем для отдыха. Да, халаты, душ, ванна, это все. В основном программа для сна это у нас именно в люксах, потому что в люксах у нас везде ванны есть. Кстати, ванна у нас тоже. Нам хочется посмотреть. Я уже вижу, как вы присмотрелись туда. Она у нас на целых лапах. Вот, поэтому как раз мы... Красота. Да, когда программу для сна готовим, уточняем у гостей, хотят ли они принять ванну. Заранее можем наполнить ванну. Соль для ванны у нас в люксах, поэтому можно сразу всем воспользоваться, как раз-таки расслабиться в ванне, принять ванну с солью, с морской, потом пойти помассажировать свои ноги. Полный релакс. Да, после трудового дня опять же включить расслабляющую музыку и, следовательно, выбрать себе подушку, которая нужна, и вообще хоть наслаждаться всю ночь. Да, прекрасным вот это сном. я понимаю люкс, действительно. Конечно, бесспорно шикарные номера, да, и работа администратора
Это приятная работа, да, в Да. том числе, потому что находишься постоянно вот в такой красоте. Но все же интересно, также я знаю, у вас есть не только люксы, а бюджетные, да? Как правильно вот по терминологии сказать? Да, смотрите, у нас есть хостел, это номера пятой категории, вот, и есть также стандартный. То есть мы сейчас с вами прошлись именно, Стандарт, да. мы сейчас с вами прошлись именно по люксам, потому что в основном доп. Программы какие-то, романтики, все-таки люксы, более праздничная атмосфера. Вот, ну пойдемте, я вам покажу, собственно, стандарт. Один у нас остался, правда, в него тоже заезжают, поэтому у нас буквально 5 минут перед тем, как люди заедут. Стандартные номера в основном все плюс-минус похожи. Единственное, что у нас еще есть, пойдемте вниз. Единственное, что у нас еще есть стандартный свадебный номер, там у нас камелек, но он, к сожалению, сейчас занят. Вот, а так у нас там камелек специальный. Все более светлое, более атмосфера именно для празднества. То есть для невест, да, наверное, очень подходит. Да. Плюс камелек это же все-таки про быт, про очаг, про семейный. Так, пойдемте, я уже подготовила номер, как раз встречать гостей. Это у нас номера стандартные. Проходите. Ну, во-первых, это тоже очень достойно. Тоже все в национальном, да, стиле. Очень такой прослеживается весь вот этот этнический дух. Очень красиво. Я, честно говоря, ожидала что-то попроще, намного попроще. Да. Но тут тоже очень даже здорово. Да, стандартные номера, они единственное, что вот по площадью чуть-чуть поменьше, а так во всех номерах и холодильники, и телевизоры, это везде, в каждом номере есть, независимо от того, стандарт это VIP или люкс. Вот, поэтому якутская культура ощущается везде, будь то стандарт, люкс, поэтому тут уже выбирать именно по бюджету можно и по свободности, собственно, потому что не всегда люксы свободны. Да? Вот. Да, поэтому... А ванна можно посмотреть? Да, здесь в стандартных номерах еще душевые. Душевые Да, кабины, да? в люксах, то есть в основном ванны это, либо ванны с душевыми. Ну, тоже очень красиво, мне очень понравилось, да. Вот даже мебель тоже вот, да? Даже с резной. Да, Вот это нам все изготавливали на заказ, поэтому мы очень плотно сотрудничаем со всеми мастерами. В каждом номере есть банный халат. И я Да. еще подсмотрела, что даже вот в стандартном номере тоже заботой о посетителей стоят кружечки, чашечки, водичка, кофе, да? Да, как раз таки вот еще одна забота администратора, это как раз таки за всем этим следить, чтобы это все было в наличии. Вот, потому что следить, во-первых, чтобы это все было в наличии в номерах, и еще чтобы это было все в наличии у нас, потому что когда большой поток, чтобы у нас никогда не было, чтобы чего-то в наличии нет. Вот, поэтому это тоже ответственность администратора. Слушай, тут очень-очень уютно. Мне очень понравилось. Вот, ну и везде у нас в каждом номере обереги висят, чтобы никакие злые духи не прошли. Дорогие телезрители, вот и закончился сегодняшний мой рабочий день. Скажу честно, мне больше принесло, наверное, это удовольствие даже эстетического, да, потому что глаз действительно радуется, все невероятно красиво. И что хочу я у вас спросить, да? Так. Как считаете, насколько я справилась с сегодняшним заданием? Так, ну с сегодняшними задачами вы справились хорошо. Главное, что почему вам бы пошло работать администратором, потому что вы очень общительно, очень от вас прям веет приятной такой энергетикой. Вот, поэтому если вы вдруг надумаете, если вдруг с телевидением не пойдет, то мы вас всегда ждем. Приходите. Вот что значит, да, когда человек очень ответственно относится к своей работе. Я сегодня прям полной самоотдачей, да, занималась всеми делами, и поэтому вот получилось у меня, как утверждает действительно специалист с большим опытом, хорошо. А это значит что? Значит, что каждый в своей жизни может пробовать что-то новое. Если действительно вам что-то интересно, обязательно у вас получится. Это я к чему? Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы действительно с размахом якутского гостеприимства приняли нас, все так показали, да, провели даже экскурсию,
правда. И очень приятно, когда человек к своей профессии относится с такой самоотдачей, как у вас. То есть у таких профессионалов и учиться легко очень, это действительно так. Хотим пожелать вам от всей души, чтобы у вас было побольше гостей, благодарных гостей, да, не только в сезон, но чтобы всегда у вас была полная загрузка номеров и чтобы вы только расширялись и процветали. Спасибо вам большое. Нам, в свою очередь, было очень приятно, что вы нас посетили. Приятно, что не только мы горим Якутией, не только мы хотим продвигать это в массы, рассказывать о том, чем можно заняться, о том, как вообще происходит жизнь, быт в Якутии. Вот, поэтому я надеюсь, что вы к нам еще придете, не только в качестве администратора, но и в качестве гостя нашего. Вот, поэтому мы ждем обязательно всех ваших гостей, всех ваших зрителей. Вот, поэтому ждем всех, ждем вас. Приходите к нам, мы всегда только рады сделать ваш отдых незабываемым. Да, действительно. И в целом, если даже говорить про вклад в Якутию, да, то есть это очень большой вклад в развитие, туризма республики. Это тоже важно понимать. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. До новых познавательных встреч. Испытано на себе.